никогда не было никаких ограничений моральных, этических норм. Да? То есть для них вот такие зверства всегда было абсолютной нормой ведения войны. И поэтому для того, чтобы это не повторилось впредь, то преступления России против чеченского народа должны быть наказаны. И да, оно не срока давности, а одно из самых тяжких международных преступлений. И я знаю, что съезда Асхадов и Джамбулат Сулейманов, они ведут серьезную работу на международном уровне для привлечения России к ответственности именно за преступления против чеченского народа. И на сегодняшний день было собрано впечатляющее количество фото-видеоматериалов, которые, я искренне надеюсь, доказательной базой потом приведут к справедливому наказанию тех причастных. И в этом контексте справедливость для чеченского народа – это как раз необходимый этап для его дальнейшего развития без России, с моей точки зрения. Россия – это временное явление для Чечни, точно так же, как оно было временным явлением для Херсона, как вы могли в этом убедиться, как оно временным явлением для Крыма, для Донбасса, точно так же для всего Кавказа, который был завоеван еще Российской империей. Я уверен, что война, развязанная Россией против Украины, даст шанс для народов Кавказа на начало своей национально-освободительной. И она обязательно будет успешной. Сегодня съезд, на котором вы собрались, где я имею честь выступать, за что благодарен организаторам, да, он показывает решимость и готовность чеченского народа к коллегиальному обсуждению будущей Чеченской Республики Ичкерия. Мы, как всем сердцем, поддерживаем инициативу чеченской диаспоры по объединению и понимаем, вы определенно сильнее. И сейчас, как никогда, очень сильно. Я хочу, чтобы вы знали, что в этой борьбе вы не одни, мы с вами и мы за вас. Было критически понимать в этой борьбе, что мы не одни, что нас никто не бросил, и вы тоже знали, что вы не одни, и вас никто не бросил. Мы, как представители Украины, выступаем за независимость Ичкерии с уважением к стремлению чеченцев. И чеченские батальоны, я уверен, вы все об этом знаете, принимают непосредственное участие в борьбе с российскими оккупантами. Мы безгранично и навсегда благодарны им за это. И хотя бы это весомым основанием для построения на долгосрочной, потому что ту кровь, которую они проливают на нашей земле, для нас не может быть, наверное, ничего ценнее. Поэтому я очень надеюсь, что сегодня во Франции мы все видим новых лидеров чеченского народа. Анзор Масхадов, достойный истинный чеченец, готовый стоять за свой народ до конца. И инициатива провести съезд, поднять те вопросы, которые требуют поиска совместного решения, народного обсуждения. Ну, конечно, в наших глазах коллективно характеризует его как человека, который не понаслышке знает, что такое демократия, в отличие от современных лидеров Российской Федерации. И Джамбулат Сулейманов, человек интеллекта, настоящий боец, тоже не боится называть зло злом, преступников преступниками и говорить на черное черное. В нынешних условиях это тоже критически важно. Я уверен, что совместные усилия и Джамбулата, и Анзора, к которым обязательно примкнут все сторонники и независимые Чеченской Республики Ичкерия, они дадут свои плоды и очень скоро. Я еще раз благодарю за эту возможность выступить. Я очень это ценю. Для меня это большая честь. И я желаю чеченскому народу силы и выдержки, а чеченской диаспоре скорейшего возвращения в новую независимую демократическую Ичкерию. Спасибо огромное еще раз. Дмитрий, благодарим вас за оказанную поддержку. У нас сегодня, к сожалению, именно с обратным звуком накладки, но я надеюсь, что вы нас еще увидите, когда будут выложены видеоматериалы. Мы очень ценим вашу поддержку, и мы желаем Украине скорейшей победы,
скорейшей победы над нашим общим врагом и нашего совместного мирного труда. Спасибо вам. Анзор,